Я вам сейчас покажу одну маленькую технику. Sometimes I have to do a meeting, Иногда мне приходится проводить встречу, and it's like the entire crowd is blue. и у меня создается такое впечатление, как будто вся вообще группа людей, вся аудитория, они сплошные синие. I say, oh, come on, please get started. Я начинаю говорить, ну ладно, давайте уже начнем, давайте начнем. Come on, please have a seat. Ну, пожалуйста, давайте сядем на свои места. Let's get quiet so we can А давайте start. замолчим, чтобы мы начали уже, могли начать. Nothing works. И ничего не работает. So here's what I do. Вот что я делаю. I tell them what happened during break. Я начинаю им рассказывать историю того, что произошло во время перерыва. So in a real quiet voice, Очень спокойным, тихим голосом. I simply start telling the group what happened during break. Я начинаю им рассказывать историю о том, что произошло во время перерыва. And you know what happened during this break? Вы знаете, что произошло во время этого перерыва? It was amazing. Это был удивительный перерыв. During this break, I went to the toilets. В этот перерыв я пошел в туалет. When I closed the door, Когда закрыл дверь, you won't believe what I вы не saw. поверите, что я увидел. Inside, Внутри. all right, now I have everybody's Ладно, attention. теперь все уже внимательно меня слушают. Да? And that's exactly what I do. И вот это именно то, чем я занимаюсь. Вот это именно я и делаю. Вот таким образом. When you tell a story, Когда вы рассказываете историю, magic happens. происходит какое-то волшебство. Here's how you overcome your fear of public speaking. Вот как можно преодолеть ваш страх перед публичными, перед открытыми выступлениями. Tell a story. Расскажите историю. Here's what's nice about a story. Вы знаете, что здорово в историях? You always know what comes next. Вы всегда знаете, что там будет дальше. You're never so nervous that you don't know what happens next. Вы никогда не будете нервничать по поводу того, что, как вы вспомните, что ж там дальше было в истории. So I can ask you all, Поэтому how did you get here today? я могу вам задать просто один вопрос. Вот Понятно. как вы сегодня приехали сюда? в этот зал? Well, I left the apartment. Ну, я вышел за порог, I got the bus over to the train. я сел в автобус, или там, I took the train. я в этом поезде еду. Then I grabbed a taxi over here. Потом вышел из поезда, схватил And that's how I такси, доехал до этого зала. Вот так я сюда приехал. You know what comes next in Вы everything. знаете, что происходит дальше в этой истории? How many people here have a boyfriend or girlfriend? У кого из вас есть друг или подруга? Or a husband or wife? Или жена, муж? Do you know how you met them? Вы помните, как вы с ними познакомились? Да. So halfway through the story, Вот примерно посередине истории somebody interrupts you. кто-то вас прерывает. You still know how to go back and continue. Вы до сих пор знаете, что там дальше происходило в этой истории. Вы можете в любой момент вернуться и продолжить. When you tell a story, you always know what comes next. Когда вы рассказываете историю, вы всегда знаете, что произойдет дальше. What's the second fear they have? Какой еще второй страх у нас есть? That they won't be interesting. Что эти истории не будут интересны. How many people remember being in school? Кто из вас помнит свои школьные годы? You had the teacher up there giving a boring lecture. У вас был обязательно в школе учитель, который, как правило, вел уроки очень скучно. Был такой учитель? The following are 32 reasons why. Там 33 причины, почему Capitalism will not work or will work. не работает или не будет работать. But when the teacher told a story, Но когда учитель прерывался и начинал рассказывать историю, it got interesting. вдруг все становилось интересным. You remembered stories. Вы запоминали истории. How many people here remember stories from your childhood? Кто из вас помнит историю из вашего детства? Okay. Хорошо. So the second part is you're interesting whenever you tell a story. Дело в том, что вы интересны, когда вы рассказываете историю. Помните об этом. So we tell our new distributor, Поэтому мы рассказываем нашему новому дистрибьютору. I'm going to ask you to come up here and speak. Я хочу, чтобы ты вышел сюда и начал говорить. But don't have him speak on the 15 secret ingredients. Ну, пожалуйста, не заставляйте его рассказывать о 15 сверхсекретных ингредиентах. Just have him tell a story. Просто попросите его рассказать историю. And that way they won't be nervous because they know what comes next. И вот таким образом вы сделаете что? Они перестанут нервничать, потому что они будут прекрасно знать, что дальше следует. And that way they can build confidence to speak. Вот именно таким способом можно развивать их уверенность перед публичным выступлением. Now you're all leaders. Вы все лидеры, You're all brave. вы все храбрые.
How many people here are really brave as a public speaker? Кто из вас действительно храбрый в качестве публичного лектора? That would mean the rest of us that didn't raise our hands Остальные, кто не подняли руки, are not so brave. наверное, это значит, что вы не очень. So if you're not so brave, Если вы не очень храбры, you have to speak in public, и вам необходимо выступать перед открытыми аудиториями, do this. сделайте вот что. Just tell a bunch of stories. Просто начните рассказывать истории. You can make your whole opportunity meeting one story after another. Вы можете превратить вашу вообще встречу по предоставлению возможностей в коллекцию историй, которые идет одна за другой, за следующей и так далее. You can start off by saying this. You can start off by saying this. Вы можете начать со следующих слов, например. Let me tell you about the company. Давайте я вам расскажу про компанию. When my sponsor first told me about it, Когда впервые мой спонсор рассказал мне о ней, here's what happened. вот что произошло. And then the company president came to town. А потом приехал президент компании в наш город. I sat in the back row, Я сидел в дальнем углу зала. and let me tell you about our first product. И давайте теперь я вам расскажу о первом продукте. When the product arrived at my house, Когда этот первый продукт появился на пороге моего дома, I opened the box. я открыл коробку, I took one tablet. взял одну таблетку I grew 10 centimeters taller. и на 10 сантиметров выросла. I looked 14 years younger. На 14 лет помолодела. My spouse didn't recognize me. И мой муж меня даже не узнал. And everybody in the neighborhood came to look. Everybody in the neighborhood came to look at me. И все в районе услышали об этом и начали проходить мимо, чтобы просто посмотреть. And let me tell you about the compensation. А теперь расскажу вам о маркетинг-плане. When I got my first bonus Когда check, я первый раз получила свой бонус, I примерно, went down to the shopping mall. я первым делом направилась куда? And you won't believe what В I got. магазин, в супермаркет. Вы не представляете, что я там видел. Now, is that more interesting than this? У меня вопрос, это намного интереснее, чем? Let me tell you about the company. Позвольте мне рассказать о компании. We had this much sales in В 1992. 1992 году наш товарооборот составил... That's boring. Это скучно. So you can become a terrifically interesting speaker Вы можете превратиться в невероятно интересного лектора, by just telling a story. оратора, просто рассказывая истории. How many people here remember the four colors? Кто из вас помнит 4 цвета? Do you realize when I talked about the four colors, Вы помните, что когда я разговаривал, говорил о 4 цветах, I talked about lots and lots of stories. я рассказывал это при помощи большого количества историй. So you'll become an interesting speaker that everybody loves Вы превратитесь в интересного лектора, которого любят абсолютно все, just by telling stories. просто рассказывая истории. But sometimes as a leader, you're called up here Но иногда, как лидер, вот вас вызывают сюда to get an award для того, чтобы получить какой-то приз or to say something или сказать что-то, and you're not prepared. и вы не готовы. So we have a little exercise for you to try. И вот мы сейчас сделаем одно упражнение, заготовлено специальное упражнение, которое я бы хотел, чтобы вы попробовали. So how you'll never be nervous about being called up in front of a group. Это упражнение сделает так, что вы никогда не будете нервничать перед большой группой людей. We're going to pick a subject, Мы сейчас выберем тему, and all you have to do а все, что вам необходимо будет сделать, is think about some story that sort of relates to the subject. это вспомнить какую-нибудь историю, которая каким-то боком относится к этой теме. So let's